Салем Достар, 10 самых красивых казахских имен, 5 мужских и 5 женских. На мой взгляд, самые звучные, самые лучшие по статистике того, как называют своих детей этими именами. Поехали! Первое имя, которое мне очень понравилось среди женских казахских имен, это имя Айсулу, что в переводе «лунная красавица». Все Айсулу, девочки, которых я встречала в своей жизни, очень нежные, приятные и такие располагающие к себе. Но и самое главное, что в этом имени заложено — Айсулу — лунная красавица. Вот девчонки все действительно очень красивые, на них приятно смотреть, они такие красивые своей восточной именно красотой. Имя Еркежан в переводе «избалованная душа». Еркежан. Все Еркежан, которых я встречала, имеют такую изюминку в характере, то есть характер у них однозначно непростой. Они умеют за себя постоять, они умеют добиться своего, иногда манипуляциями, но тем не менее очень нежные. И плюсом к качествам Еркежан могу сказать, что эти девушки всегда умеют найти подход к любому практически человеку и добиться того, чего они хотят. Будьте осторожны с Еркежан. Имя Мадина. Это имя можно, конечно, отнести к не казахским, а арабским, но я его все-таки отнесла к казахским, потому что в Казахстане очень много Мадин. И это, наверное, такое международное восточное имя или мусульманское имя, потому что есть город Медина, это святыня, и все Мадины, которых я знаю, во-первых, очень милые девушки, не по годам мудрые. Такое ощущение, что вот вся вселенская мудрость собралась в них, хотя им там по 20-25 лет. То есть они умеют давать какие-то отдельные советы, поддерживать хорошо умеют, они отличные подруги. Отмечайте Мадин или пишите, согласны ли вы со мной по описаниям этих имен. Имя Жанар от слова «Жан». Мне очень нравится, как звучит имя Жанар, но когда я узнала смысл этого имени, я просто в него влюбилась. Жанар от слова «Жан» и переводится как «душевная» или «родная». Ну и еще второй есть вариант перевода – это «блеск глаз». Так вот, все Жанар, а это достаточно распространенное казахское имя, они такие вот правда родные, то есть с ними ты общаешься и пообщаться 15 минут, ты как будто знаешь их несколько лет. Они умеют расположить к себе, и вот нет какой-то преграды, что это чужой человек. Общаешься, и кажется, что человека знаешь уже достаточно давно. Всем Жанарам привет! Пятое имя, которое завершает наш хит-парад женских казахских имен, это имя Шолпан. Безумно красивое имя Шолпан. Звучит просто как какой-то колокольчик. Казахские девушки с именем Шолпан всегда нежные. Они такие по-настоящему восточные, они скромные, смирные, застенчивые, утонченные. Обожаю всех Шолпан. Очень красивое имя. Переходим к мужским именам. И в мужских именах у меня в приоритете, конечно, звучание сильное, яркое и звонкое. Первое имя мужское – это имя Кайрат. Кайрат переводится как «сила и энергия». Я не знаю в своей жизни ни одного Кайрата, но надеюсь, что они действительно такие энергичные, сильные люди. Единственный, кого я знаю по имени Кайрат, это футбольный клуб Кайрат Алматинский. Не знаю, как там у них сила и энергии, но название действительно звучное и привлекающее внимание. Имя, которое мне понравилось, но его я тоже не встречала, это имя Кобыланды. Имя Кобыланды по аналогии с известным историческим героем Батыром, богатырем, и переводится это имя как «герой, подобный леопарду». Просто подумайте смысл «герой, подобный леопарду». Если вы так называете своего сына, то вы ему уже вкладываете, что он будет совершать какие-то героические поступки и будет человеком-лидером. У меня такое впечатление от этого имени. Знаете ли вы хоть одного Кобыланды? Имя Улан переводится как «удалец» или «гвардеец». Вот уланов в моей жизни было несколько, и все эти ребята действительно такие очень мужественные, очень брутальные и с таким стальным мужским характером. Имя Куаныш – казахское имя, которое переводится как «радость», и Куаныши все, я их много знаю, это популярное имя, они все такие очень позитивные, когда они заходят в комнату, комната буквально преображается, потому что их энергия очень веселая, очень позитивная и озаряет всех. Они такие энерджайзеры, которые приносят всем только позитив и заряжают других людей.
Ну и последнее имя в хит-параде в нашей десятке – это имя Махсат. Махсат переводится как «цель», и это популярное казахское имя. Все махсаты – это лидеры, целеустремленные люди, ставящие себе цели, которые ведут других людей за собой. В основном все махсаты, которые я встречала, соответствуют этому имени и показывают себя как лидеров, во многом предпринимателей, людей, стремящихся к светлому будущему, к достижению своих целей. Мне очень импонирует это имя и очень импонируют целеустремленные люди. Еще есть такие имена, как Улболсын, например, Тохсанбай, Сексенбай. Я расскажу небольшие секретики этих имен. Что означает имя Улболсын? Оно переводится как «пусть будет мальчик». Раньше, когда в семьях казахов рождалось очень много детей, например, рождается 3 девочки. И вот когда рождается условно 4-я девочка, ее называют Улболсын. Это как «пусть будет мальчик». То есть, если рождается следующим, люди надеются, что будет мальчик, и для этого называют так предыдущую девочку. Вот такая есть традиция. А вот Тохсанбай и Сексенбай – это имена, в которых заложена цифра. Тохсан – это 90, и Сексен – это 80. То есть ходят легенды, что это значит, что эти дети были зачаты в том возрасте, какая цифра была зашифрована в их имени. То есть, условно, их папе было или 70, или 80 лет, когда они появились. Вот такая вот мощь казахского народа. Ну что, ребят, ставьте лайк этому видео, мы завершили. Подписывайтесь на канал. Встретимся в следующем видео. Сау болыңыздар. Пока-пока.